Апельсины, мандарины, бананы, яблоки, различные овощи, всевозможные экзотические продукты, большой выбор мяса. Все можно купить в Камрате. Каждому хватит, и на любой вкус покупателя можно угодить. Однако продавцам на рынках города скоро все это некому будет продавать. Такой ситуации не было давно. До Нового года остались считанные дни, а люди не спешат запасаться продуктами. Торгующие разочарованы, продукты на прилавках портятся, продаж нет, и вместе с тем нет желания комментировать происходящее. Мы попытались выяснить, в чем же причина. Неужели Новый год отмечать никто не хочет? И как же встречать новогоднюю ночь гостей с пустым столом? На что люди рассказали, почему они все чаще проходят мимо различных вкусностей и не позволяют себе их, приобретая только самые необходимые. Нереальные цены вообще. Мы получаем по 700 лей пенсии, а цены вот соответствуют разве? Нет возможности к Новому году даже уже гостей позвать? Да, гостей речи не может быть. Если дети придут, и дети приходят в основном как бы своими продуктами, можно сказать так. Если они здесь еще, а если нет, то остаемся так. Не хватает. Вот я на группе, и то не хватает. Получаю 800 рублей платить, там, свет платить, газ платить. Что-то не достает. Можно позволить себе купить мясо, цитрусовые? Понемножку можно. К Новому году нет возможности даже гостей позвать уже? Конечно, конечно. Можно, конечно. Чуть-чуть. Тяжело старикам, наверное, в первую очередь. Но у них есть дети, стараются как бы поддерживать каждый свою семью. Совместно помогая детям, да. А так, если прожиточный уровень наших людей по сравнению с Западом, это небо и земля и никак. Ну, если в селах люди живут же, они вот пригласят, у них хозяйство свое есть, что-то они придумают. Если зарплату вовремя дадут, можно на одну зарплату что-то сообразить. Что же делать, если зарплаты на празднование не хватает? Неужели не накрывать праздничный стол? У нас же народ такой может зарплату не получать, а стол у него все равно будет накрыт. Хороший или как обычный день? Или нужно... Нет, хороший, мамалыга, с брынзой, с мясом. Похоже, скоро выражение «встречать гостей хлебом и солью» будет в прямом смысле иметь место среди людей Молдовы, если заработные платы и пенсии, конечно, не повысятся. А пока так и живут граждане нашей Родины. Едят понемножку, радуются понемножку, живут в долг, и никакие праздники уже им не в радость. Такой вот получается печальный Новый год.